Погоня, стрельба и случайные жертвы. Подробности этого криминального случая в городе Ош сегодня рассказали в милиции. Неизвестный в полностью затонированной машине не подчинился инспектору дорожной милиции. Сотрудник пытался остановить «Мерседес», у которого к тому же не оказалось госномера позади. Водитель не только проигнорировал требования правоохранителя, но и совершил на него наезд. Водитель, создав угрозу жизни сотрудникам управления обеспечения безопасности дорожного движения, на очень большой скорости стал сдавать назад намеренно и наехал на ногу инспектора. Сейчас пострадавший с переломом ноги и сотрясением мозга находится в отделении нейротравматологии Ошской городской больницы. Нарушитель был задержан в селе Тюлейкан города Ош, а автомашина водворена на штрафстоянку. Поисками нарушителя милиция занялась тотчас. Разослали ориентировку на «Мерседес», и ближе к вечеру на центральной улице Ленина автомобиль был замечен. И в этот раз, поняв, что его обнаружили, мужчина пытался скрыться. Завязалась погоня. Водитель, создавая угрозу другим машинам, петлял по улицам, то и дело выскакивая на встречную полосу. Сотрудникам милиции пришлось стрелять. Сначала в воздух на предупреждение, а после по колесам. Однако пуля попала в крыло автомобиля и срикошетила, ранив случайного прохожего, попав ему в голову. Им оказался 57-летний житель города Ош Азимджан Юнусов. Это случилось возле мечети. Отец туда шел на намаз. Мы не можем кого-либо обвинять в случившемся. Считаем, что это несчастный случай. Он жив, и это главное. И мы молимся за его выздоровление. Пока получаем лечение. Вроде врачи стараются. Лечение полностью оплачивает тот человек, который стрелял, сам сотрудник милиции. Лобно-височная область жабыркаган. Была повреждена лобно-височная часть головы в результате огнестрельного ранения. Кожа задета, кость без переломов. Пуля застряла между кожей и костью. Его извлекли. У пострадавшего сотрясение мозга. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести. Дети пострадавшего Азимджана Юнусова заявления на милиционера не писали. Однако многие уже усомнились в том, была ли надобность открывать огонь в оживленном людном месте, подвергая опасности жизни прохожих. Насколько действия наших сотрудников были правомерны и оправданы, станет понятно после дачи юридической оценки. В данный момент служба внутренней безопасности начала служебное расследование, а в отношении водителя «Мерседеса» возбуждено уголовное дело по статье 341. Это применение силы в отношении сотрудника милиции. Назначена необходимая экспертиза. Подозреваемый 19-летний житель города Ош задержан и водворен в ВВС. Он ранее был судимый за грабеж и, по данным милиции, состоит на учете как член ОПГ. Гульджан Алкмышпаева, Бекжан Токтасунов, НТС Ош.